30 классов, 58 мешков и целых 2 тонн макулатуры. Ученики Плеевской первой школы постарались. Проигрывать ребята не привыкли. В прошлом конкурсе школьники заняли первое место в экологической акции. Эстафета для них стала семейной. К примеру, Раяна Наурбиева вместе с братом и сестрой принесли почти 10 килограмм ненужной бумаги. Перерабатывая один лист бумаги, мы можем спасти одно дерево. То есть данный конкурс является не только развлечением для детей, но и спасением окружающей среды и природы. То есть мне очень нравится, что не только наша школа, что вообще наша республика участвует в подобных мероприятиях. Сначала республиканский экологический конкурс проходил в формате грантового проекта. Сейчас Комитет по делам молодежи организует его совместно с региональным Минприроды. Правила просты. Прежде чем принести свой макулатурный запас, следует убедиться, что от бумаги отделены все лишние предметы, то есть металлические скрепки, пружины, скотч. Далее второсырье необходимо связать в плотные кипы и сложить их в коробку или в плотный пакет. Конкурс состоит из двух составляющих. Это самая результативная школа и самые результативные учащиеся. Где самые результативные учащиеся – это от 10 до 50 детей, в зависимости от того, сколько соберет общая школа макулатуру, будут увезены на какое-то досуговое мероприятие. Это может быть кинотеатр, ледовая арена, а то и горная часть нашей республики. Цифры и вправду впечатляющие. Если в первый год участие приняли порядка 10 школ, то в этом году их в разы больше. Учителя признаются, им удалось достичь такого результата благодаря общим усилиям. А так как юные экологи не до конца осознают всю важность акции, с ребятами ежедневно проводят беседу на тему важности вторичной переработки. Учим детей урокам экологии и урокам бережливости. Эта акция в школе проводится уже не первый год, и она бывает результативной предыдущие годы, которая была. Мы благодарны Министерству экологии за предоставленную возможность просто чисто из человеческих побуждений, что вторичное сырье перерабатывается и обратно дается новая жизнь. В этом году благодаря республиканскому конкурсу «Спаси Грута» планируют собрать больше 100 тонн макулатуры. К эко-акции присоединилась и наша телерадиокомпания. Помочь продвижению полезного конкурса может каждый. Я думаю, что такие акции мало-помалу, переломят сложившуюся с экологией ситуацию в лучшую сторону. Надеюсь, мы вдохновим своим примером и остальных. Поэтому от меня почти пионерский призыв. Граждане, сдавайте макулатуру. Цель проекта – повысить экологическую грамотность подростков, привить культуру раздельного сбора мусора в игровой форме. Вся собранная макулатура отправится на переработку. Итоги подведут 6 мая. Хава Гагиева, Хамзат Халхоев, Новости 24.